Есть события, над которыми время не властно. И чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная война. Великая Отечественная война до сих пор живет в сердце нашего народа, который не забыл всех ужасов того времени. Важно помнить, что даже в чудовищных военных условиях в людях, чья жизнь кардинально изменилась в июне 41 года, не умерла тяга к жизни, тяга к прекрасному. Именно поэтому немалую роль в защите нашей Родины сыграли театры. В годы Великой Отечественной войны Башкирский государственный театр кукол был включен в план обслуживания госпиталей, и выступлений наших артистов с нетерпением ждали раненые. Были подготовлены эстрадные номера. Скетч Леонида Ленча «Сон Гитлера», сценка хирургии по Антону Чехову, башкирский, украинский, русский, венгерский танцы с куклами. Намеревались поставить пьесу Каверина «Митька в Кощеевой стране», где Кощей изображался Гитлером. Из воспоминаний основательницы Башкирского государственного театра кукол Марии Николаевны Елгаштиной. Никогда, вероятно, не забудется, не побледнеет в памяти тот страшный день, когда радио возвестило о начале войны. Я стояла в толпе и слушала. В первые минуты было ощущение полной растерянности. Казалось, что со страшным словом «война» вся жизнь сразу остановилась. А ведь только накануне, в яркий и радостный день, полный всяческих планов, театр выехал на гастроли на Урал. Я получила отпуск, который собиралась провести под Москвой, и билет на вечерний поезд уже лежал у меня в кармане. Что же теперь делать? Что предпринять? Люди отходили от репродуктора растерянные, огорченные. Вероятно, многие испытывали те же чувства, что и я. Буквально за месяц жизнь наша резко изменилась. Город заполнился эвакуированными. На улицах было непривычно людно и шумно. Уплотнились квартиры. Учреждения переезжали с места на место, освобождая площадь под госпитали. Вся жизнь была полна тревожного движения. Все ближе чувствовалась война. Все мысли были сосредоточены на фронте, и другим интересам, казалось, не было и места. Вот когда театр начнет обслуживать бойцов, вы поймете, какое нужное дело вы делаете, сказал мне директор театра, когда однажды я поделилась с ним своим настроением. Он был, несомненно, прав. Театру надо было немедленно перестраиваться на работу для взрослых и искать соответствующий материал. И мы начали работать над репертуаром для взрослых. Для этой цели появились специальные сборники эстрадных номеров. Задумали спектакль и для школьников. Подвернулась подходящая пьеса «Митька в Кощеевой стране», где в лице Кощея изображался Гитлер. Кукла была сделана с портретным сходством. Спектакль мог бы быть интересным, но не успели мы его показать, как пришлось расстаться с нашим помещением. Однажды, придя на работу, мы нашли дверь закрытой изнутри на ключ, а на наш стук никто не отзывался. Оказалось, что ночью из Москвы прибыл Коминтерн и занял наше помещение. «Ждите, когда люди проснутся и откроют. Быстро собирайте ваше имущество и уходите», – так объяснил нам гражданин весьма внушительного вида. Уселись мы на ступеньки лестницы и стали ждать. Потом мы перебрались в здание театра оперы и балета, где в то время в большой тесноте ютились все театры. Стол, 3 стула, рояль и ящик с куклами заполнили нашу комнату до отказа. Оставалось небольшое пространство, где можно было раскинуть ширму. Но для проведения репетиции я вынуждена была садиться за рояль, чтобы что-нибудь увидеть.
Спектакли приходилось рассчитывать только на детские сады. Школы же, работавшие в 3-4 смены, не имели возможности предоставить площадь для спектакля. Однако никогда я еще не чувствовала такого большого значения театра кукол, как в эти тяжелые дни, когда он сделался любимым гостем госпиталей, принося отдых и веселье, а может быть и хороший сон больным и усталым бойцам. Мы долго добивались включения нашего театра в план обслуживания госпиталей наравне с другими театрами. И когда, наконец, были привлечены к этому делу, то бодро взялись за работу. У нас уже были заранее подготовлены 2 программы. Одна включала нашу любимую веселую «Щуку» по щучьему велению, вторая – целый ряд небольших эстрадных номеров, из которых на первом месте стоял скетч Ленча «Сон Гитлера». В годы войны этот скетч разыгрывался почти всеми театрами кукол. Затем шла хирургия Чехова, частушки на военную тему, пляски и прочее. Обе программы принимались одинаково хорошо. Когда мы впервые вошли в госпиталь, за нами тотчас закрылась на ключ дверь прихожей. На нас надели белые халаты и впустили в зал, опять-таки закрыв дверь на ключ. Встретивший нас врач предупредил, чтобы мы не вступали в разговор с больными, а молча раскинули бы свою ширму и начали спектакль. Больные, находящиеся в зале, лежали на диванах, иные сидели у окна и тупо смотрели во двор. При нашем появлении они не изменили своего положения и не проявили никакого интереса. И вот первые аккорды баяна, и появляется Емеля с ведрами в сопровождении собаки. Мы играли свою любимую щуку. Не могу сказать, чтобы в этой обстановке мы чувствовали себя хорошо, особенно когда в дверях соседней палаты за нашей спиной появился больной и, посмотрев сердито на кукол и грозя кулаком, пробормотал: «А вот я сейчас в них сапогом!» Но спектакль шел своим чередом. Я видела, как из палаты вынесли на койке больного. Это был молодой, красивый боец с тонкими чертами лица. С ним только что был нервный припадок, и в его больших глазах еще стояли слезы. Его койку поставили перед ширмой, и зал понемногу оживился. Больные поднялись и, взяв стулья, тоже придвинулись к ширме. Куклы, очевидно, заинтересовали их, и мы благополучно доиграли щуку до конца. Больные собрались у ширмы, благодарили, просили приезжать еще. Один из них, художник, шумно восторгался куклами, долго тряс мне руку, а на его лице я видела улыбку. Куклы одержали победу. Очень был доволен врач. По его словам, он не ожидал такого успеха. Вот, оказывается, что им было нужно. По шефской работе наш театр кукол занял первое место в городе. Башкирский театр кукол сразу встал в строй агитбригад. Так сообщает в красноармейской газете «Во славу Родины» старший лейтенант Ример о приезде уфимской труппы на Карельский фронт. Они нам привезли привет от работников искусств орденоносной Башкирии и всего башкирского народа, и веселый концерт, который с удовольствием посмотрят наши бойцы. К нам приехали артисты. С какой радостью каждый раз мы произносим эти слова и передаем их друг другу, пишет сержант Васильев. Сегодня у нас необычные гости – куклы. Бурными аплодисментами встречают бойцы Елену Алексеевну, руководителя группы Башкирского кукольного театра. Выступление окончено. Но бойцы долго не расходятся. Благодарят и дружески прощаются с любимыми гостями. Артистов Башкирского театра кукол везде встречают тепло. Сатирические скетчи «Сон Гитлера» Леонида Ленча, хирургия Антона Чехова, сказки по щучьему велению и царский глашатай, народные танцы в исполнении кукол. Нравились бойцам и выходы в живом плане. Артисты театра сами с удовольствием исполняли гопак,
башкирский, грузинский и другие танцы. Пели популярные песни. Например, красноармеец Михаил Успенский запомнил исполнение песни-пляски «Лапти мои, лопаточки мои» артисткой Анной Милетиной. И кто знает, пишет Успенский, не вспомнилось ли многим, слушавшим ее голос, родная деревня, веселая гулянка, тот хороший вечер, когда на свадьбе сегодняшнего зрителя, фронтовика, гуляла вся его родня. Особая страница в жизни театра связана с выступлениями уфимских кукольников на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны. Как только началась война, мужской состав ушел во фронтовые бригады, а женщины продолжали поддерживать дух уфимских зрителей, число которых в тыловом городе увеличилось почти вдвое. Во время пребывания на Карельском фронте коллективу театра приходилось работать в трудных условиях на воздухе, в неприспособленных помещениях, передвигаться по лесам и болотам. Артисты стойко переносили все трудности фронтовой жизни. После утомительной дороги сразу же давали концерты, и все это нисколько не отражалось на качестве исполнения. Увлеченные искусством, приносящим людям радость, актеры были готовы работать и работать. Оттого особенно дороги слова признательности, пожелания здоровья и надежда на повторное выступление. Любопытен отзыв одной из войсковых частей, где играли наши кукольники. Кроме благодарности всему коллективу, отдельно бойцы отметили художника театра Александра Столбова, который для части нарисовал цветными карандашами 2 больших портрета Сталина. В 1944 году Марии Николаевне Елгаштиной за самоотверженный труд в годы войны было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств БССР». Артистам были вручены грамоты за самоотверженную работу по художественному обслуживанию частей Красной Армии и госпиталей в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. А 4 из них – Вера Михайловна Бучкова, Любовь Робертовна Визарова, Надежда Михайловна Костусенко, Антонина Спиридоновна Пентегова – были удостоены медалей за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. После окончания Великой Отечественной войны в репертуаре театра вновь появились детские сказки, которые учили маленьких зрителей быть добрыми, справедливыми, честными и смелыми.